Пока одни промышленные предприятия Южной Якутии испытывают немалые сложности, компания «Колмар» набирает обороты в своем производстве. 3 марта состоялась презентация дальнейшего развития месторождений Денисовская и Инаглинская, расположенные в Нерюнгринском районе. Подробности в сюжете наших корреспондентов. У руководства компании планы действительно грандиозные. 2 года назад в Колмаре была поставлена цель стать самой лучшей компанией на мировом рынке поставщиков коксующихся углей. Люди смотрят на далекую перспективу, и самое главное, они опираются на свои коллективы. И слаженный коллектив, слаженная команда позволяет решать такие вопросы, которые, может быть, непреодолимы для других. Буквально 1,5 года назад никто и не мог поверить, что за столь короткий срок с нуля можно будет развернуть необходимую инфраструктуру для добычи открытым способом угля на Инаглинском месторождении. Сейчас же здесь уже достраивается обогатительная фабрика, подведена железная дорога и имеются все необходимые технологические объекты. Дальнейшую работу с федеральными инструментами финансовыми мы, конечно, будем проводить в рамках реализации вот этих наших программ. На Инаглинском ГОКе мы успешно реализовали уже одну частную инвестиционную программу по строительству железной дороги. Мы сдали даже это досрочно. Денисовская и Инаглинская угольные месторождения, расположенные на территории Нерюнгринского района, единственные находящиеся в активе компании. Суммарные запасы составляют 905 миллионов тонн угля. За 2 предстоящих года на них планируется ввести в эксплуатацию новые шахты, обогатительные фабрики и технические объекты. Именно здесь, благодаря усилиям компании, совместных с нами, мы можем показать, что действительно совместные усилия государства, руководства, вот этот подход, что проекты развиваются всерьез и надолго, системный подход, они позволяют достичь реального успеха. Презентованные программы 12+ и 20+, вводимые в производственный план компании в 2016 и в 2019 годах, соответственно, говорят о том, что Колмар будет добывать и обогащать сначала 12 миллионов тонн угля в год, а через 3 года выйдет на мощность 20 миллионов тонн обогащенного качественного коксующегося угля в год, обеспечив тем самым до 3500 рабочих мест для нерюнгринцев. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, НВК «Саха», Нерюнгри.